возвращаясь, там, не помню, там, сенокос, откуда-то еще, прихожу, значит, а Вовка выдал там такую штуку, взял в какой-то подпольной типографии, издал какую-то студенческую газету, где-то не в Сыктывкаре даже, а где-то. И на первой странице я, в чем мать родила, вот так, вау, живут же люди сверху, огромный заголовок. И пустил в Минкультуры. А я-то ни сном, ни духом к Совмину подхожу, выходит знакомая там сотрудница, она говорит, ну, все можно, но ты, мне кажется, охамел уже до упора. Я так смотрю, мне моргаю, говорю, ничего не знаю, ни в чем не виноват. Она говорит, у нас министерство полдня не работало, по всем кабинетам ходила газета. То есть людям это же было интересно, это же было надо, ты понимаешь, надо, чтобы что-то такое происходило. И когда оно так происходит, а им-то от этого ничего, но им же интересно на все это посмотреть, что все оно как-то есть, понимаешь? Вот хотелось праздника во всем, пускай через что-то. Немножко вот эта жизнь была немножко скучная. Я помню как-то вот у меня как молитва шла. Был где-то год 85-й, как сейчас помню, иду возле Мустеатра и думаю, Господи, да чего же все скучно? Какая жизнь вот такая обычная? Вот человек живет, работает, зарабатывает на машину, на дачу, на что-то еще как-то. Тоска смертная. Человек должен был в этом ровном пространстве СССР найти что-то свое и, несмотря на вот эти какие-то запреты, это делать. В то, во что он верит. Вот. Потому что надо учитывать вот сопротивление материала. А я думаю, сейчас же та же самая ситуация, что изменилось. Просто другие эти запреты, другие ловушки, другие, все по-другому, но в общем-то человек остался точно таким же.